Таджики совершенно не учатся на своих ошибках. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как по неосторожности можно искалечить свою судьбу. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Вождение автомобиля в нетрезвом состоянии стало причиной гибели человека. Инцидент произошел в Турсун-Заде. Как сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел Таджикистана, ДТП со смертельным исходом произошло 20 июля примерно в 3 часа ночи. Водитель автомашины марки Деу Тико, 30-летний житель Турсун-Заде Анвар Ваисов, будучи в нетрезвом состоянии, врезался в кучу полусырого асфальта на обочине дороги. В результате ДТП ранения получили и были доставлены в больницу водитель и его пассажир Хамза Ваисов, 1988 года рождения, Насиба Раджабова, 1990 года рождения и Мадина Азизова, 1991 года рождения. К сожалению, в больницу от полученных травм скончалась Мадина Азизова. Также 2 человека погибли, 2 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне на севере Таджикистана. Как сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел Таджикистана, ДТП произошло на территории Нинского района Сагдийской области. Водитель автомашины ГАЗ-2705 «Газель», 62-летний житель города Истаравшан, передвигаясь по селу Урметан района Айни, не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся в 40-метровый обрыв. В момент ДТП в салоне автомобиля находились 4 пассажиров, 2 мужчин и 2 женщины, все жители района Айни. Пострадавшие были доставлены в больницу. Вскоре от полученных травм в больнице скончались 2 пассажира, мужчина и женщина. По факту ДТП проводится расследование, сообщили в МВД. Как вы относитесь к тому, что в последнее время участились случаи ДТП на дорогах? Как вы думаете, можно ли их предотвратить? И, возможно, у вас есть какие-то пожелания по поводу наших дорог? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Спасатели управления КЧС по Хатлонской области в ходе проведения поисково-спасательных мероприятий извлекли из воды тело 12-летней жительницы сельского джамаата Абшарон Шахритузского района Хатлонской области. Как сообщила Авеста, начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне КЧС Таджикистана Умеда Юсуфи, 20 июля 2022 года девочка по неосторожности утонула в местном канале. Получив сигнал водолазы, управление КЧС по Хатлонской области приступили к поиску. Через сутки ее тело было обнаружено в 1 километре ниже по течению и передано родным. Второй случай произошел на территории Айнинского района Сагдийской области. 21 июля 2022 года примерно в 9:10 утра 23-летняя жительница села Шаватки-Пайон сельского джамаата Рарс Айнинского района Сагдийской области по невыясненным причинам бросилась в реку Заравшон. В настоящее время спасатели ведут поиски тела молодой женщины. 21 июля 2022 года примерно в 7:05 утра местного времени на пульт оперативного дежурного КЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на территории Айнинского района Сагдийской области. Было сообщено, что на 126 километре автодороги Душанбе-Худжант легковой автомобиль марки Mercedes-Benz при передвижении из города Душанбе в Худжант по неизвестным причинам, съехав в 120-метровый овраг, вылетел в реку Фон. На момент ДТП в машине находились 4 человек. Помощи просили очевидцы ДТП. Дежурная смена спасателей КЧС по Зеравшанской зоне районов, прибыв на место происшествия, начали поисково-спасательные мероприятия, но они не дали результатов. Поиски продолжаются. Как вы думаете, почему это до сих пор происходит? Ведь КЧС не раз предупреждала о правилах поведения на воде, и почему таджики обрекают себя на такой конец? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.